Дорогие ребята, рада приветствовать вас на уроке казахского языка. Тема нашего занятия – дене мүшелері, части тела. Педагог Исаинова Гүлсім Оразовна. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Занятие наше, как обычно, начнем с разминки, чтобы правильно произносить все слова по-казахски. Язычок поставим к окошечку и спрячем его за нижними зубками. Улыбнемся вместе с Барбоскиными. Губки в сушку превратим и тянем вперед. Губы в трубочку свернем и тянем вперед, произносим твердо. О. Подуем в трубу мягко. Зарычим, как медведи, твердо. Достаем рыбную косточку из горла. Полоскаем горлышко. Заплачем, как малыши. Подышим на снежинку, чтобы она растаяла. А сейчас повторим части тела, которые мы учили на прошлом уроке. Мнауне. Манау бас. Манауне. Манау бет. Манауне. Манау көз. Манауне. Манау ауыз. Манауне. Манау шаш. Манауне. Манау мұрын. Өте жақсы. Манауне. Манау құлақ. Манауне. Манау мойын. Манауне. Манау қол. Манауне. Манау саусақ. Мнауне. Манау саусақтар. Мнауне. Манау аяқ. Балалар, тақпақты тыңдаңдар. Дети, послушайте стихотворение. А у нашей Алии 2 руки и 2 ноги. Бет – лицо, бас – голова. Повторяем раз и два. Кол-аяк, вот так наша Алия. Ребята, какие части тела вы услышали в стихотворении? Назовите по-казахски. Бет, бас, кол, аяк. Правильно, молодцы. Выучите это стихотворение. Балалар, суретке қараңдар. Ребята, посмотрите на рисунок. Назовите части тела клоуна, которые забыл нарисовать художник. Поставьте видео на паузу и ответьте на этот вопрос. Теперь назовем вместе. Шаш, көз, саусақтар, ауыз, аяқ.
Молодцы! А сейчас возьмите простой карандаш, дорисуйте части тела клоуна, которые мы только что назвали. Я эти части тела дорисовала красным цветом, чтобы вам хорошо было видно. Угадай загадку и выбери картинку с ответом. Ира весело бежит к речке по дорожке, а для этого нужны нашей Ире ножки. Молодец! Нога. Аяк. Угадай загадку и выбери картинку с ответом. Вот гора, а у горы две глубокие норы. В этих норах воздух бродит, то заходит, то выходит. Да ты все знаешь! Нос. Морон. Угадай загадку и выбери картинку с ответом. Пятерка братьев неразлучна, и вместе никогда не скучно. Они работают пером, пилою, ложкой, топором. Пальцы. Умница. Пальцы. Саусактар. Называйте по-казахски части тела, которые показывает девочка. Бет. Шаш. Көз. Морон. Ауыз. Мойын. Өте жақсы, балалар. Я сейчас вам буду описывать части тела, а вы попробуйте угадать их и назвать по-казахски. Мы пользуемся ею, когда думаем над решением разных задач или просто мечтаем о подарке. Это голова, бас. Их мы можем взъерошить или причесать, или сделать забавную прическу. Это волосы, шаш. Ими мы видим все вокруг. Красивую картину, дерево во дворе или бабочку. Это глаза, глаз, көз. Ими мы слышим разные звуки. Например, разговор, музыку или пение птиц. Это уши, ухо, құлақ. Им мы дышим, а еще мы можем понюхать, как пахнут цветы или вкусный пирог. Это нос, морон. Он нужен нам, чтобы кушать, разговаривать или петь песни. Это рот, ауыз. Она держит нашу голову и поворачивает ее в разные стороны. Это шея, мойын. Ими мы делаем огромное количество вещей. Например, помогаем маме отнести сумки, поймать Божию коровку и отпустить ее, поймать и бросить мяч. Это руки, рука, кол. Их 10 на наших руках. Ими мы держим карандаш или играем на пианино. Это пальцы, саусақтар. С их помощью мы можем ходить или бегать. Это ноги, нога, аяк.
Замечательно, ребята! Вы справились со всеми заданиями. Я горжусь вами. А на этом наше занятие подошло к концу. С вами была Гульсум Оразовна. Сау болыңдар, балалар!